Сегодня затронем тему коленного сустава, все проблемы, которые могут быть с ними, все, что вы хотели знать, старые, современные способы лечения и диагностики, все будет в этом видео. Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт, кинезиолог и специалист методики PDTR. Коленный сустав, что это? Это довольно крупный сустав нижней конечности. Состоит он из бедренной кости, сочленения с большеберцовой костью и надколенник. Вот эти суставные поверхности трех костей образуют коленный сустав. Коленный сустав, так же как любой крупный сустав, держит связки. Внутри коленного сустава имеется два мениска, внутренний и наружный. На диагностике, когда мы выполняли, там будет название латеральный, это наружный мениск, и медиальный, внутренний мениск. Коленный сустав, так же как и другие суставы, управляются мышцами. И биомеханика коленного сустава зависит от тонуса этих мышц. Какие функции выполняет коленный сустав? Вы знаете, что идет сгибание, разгибание коленного сустава и небольшая внутренняя ротация голени. Она необходима, когда мы идем, например, по лестнице и делаем поворот. В это время ротируется голень и мы поворачиваем. Что такое артроз? Артроз – это изменение в суставе. Остеоартроз – это синоним. Гонартроз – это артроз коленного сустава. Кому полезно будет это видео? Видео будет полезно специалистам, пациентам, которые только вышли в сеть и ищут решение проблем коленного сустава, либо тем пациентам, которые уже попробовали все и ничего не помогло. Именно в этом видео, особенно в конце, я расскажу о тех современных способах диагностики и лечения, которые заведомо однозначно помогают пациенту. С какими жалобами встречается пациент при проблемах коленного сустава? На самом деле, самая частая жалоба – это боль. Это то, что заставляет пациента задуматься о том, что есть проблема, и обратиться за медицинской помощью. Но, как правило, проблема наступает намного ранее, когда возникает некая усталость в ногах, нежелание ходить по ступеньках, какой-то дискомфорт, тяжесть после окончания, после работы, в конце рабочего дня. Это признаки того, что нарушена биомеханика сустава. И далее с годами происходит ухудшение клиники. И, конечно, когда вы обращаетесь и диагностируете проблему на ранних стадиях, когда нет еще боли, но есть некий дискомфорт, усталость в ногах, ее решить намного эффективнее, нежели когда проходит 10 лет, происходит естественный износ сустава, и оттуда вытянуть пациента довольно тяжелее. Какие жалобы могут быть еще? Ограничение движения, когда вы полностью не можете согнуть или разогнуть ногу, когда вы ходите на полусогнутых ногах, когда вы ходите с развернутой ногой. И обратите внимание, во время ходьбы, возможно, у вас одна нога повернута. Это признак нарушения биомеханики сустава. Плюс это может быть отечность сустава, так называемый синовит, то есть скопление жидкости в суставе, когда изнутри сустав распирается, и вы видите ощущение, как мячик становится сустав. Это признак проблем сустава, признак воспаления сустава. На этом этапе давайте разберем мифы, с которыми все сталкиваются. И вы зачастую слышите «болит, посмотри свой паспорт», либо «старый». Так не бывает. Нигде не написано, в каком возрасте должен начинать болеть сустав. И, конечно, этот миф рушится ровно тогда, когда у ребенка также есть боль. То же самое, когда говорят о том, что у тебя избыточная масса тела, необходимо похудеть, коленные суставы пройдут. Простыми словами, ты толстый. Это тоже не работает. На самом деле наш организм адаптирован к нагрузке. Если у вас есть избыточная масса тела, конечно, это плохо. Конечно, это нарушение метаболизма, обмена веществ. И этот вопрос также нужно закрывать. Но зачастую, конечно, эти пациенты обижаются, потому что они, скорее всего, уже проходят не один круг в решении этой проблемы. Избавиться от массы тела тяжело. Но представьте, вы ходите в спортзал и тренируетесь. И со временем вы адаптированы к каким-то нагрузкам. Вот пациент, который носит избыточные 5-10 килограмм, его суставы адаптированы к этой нагрузке. Если он это делает 20-30 лет, они адаптированы к этой нагрузке. И коленный сустав болит не из-за того, что есть избыточная масса тела. Третий миф. Болит, потому что ел много соли. Здесь нет никакой взаимосвязи, хотя это тоже вредно. Коленный сустав от этого не будет болеть. Четвертый миф. Болит, значит живой. Нет. Жизнь – это не значит боль. Вот именно жизнь в хорошем своем качестве – это не болит. Пятый миф. Болит, занимался спортом. Конечно, спорт и дает нагрузку на суставы, но они опять же адаптируются к этому. Вот если нарушена биомеханика, то во время спорта, занятий спорта происходит избыточный износ сустава. И
Опять же, в конце видео у вас будет возможность услышать о современных методах диагностики и лечения, в том числе и тестирования сустава. На самом деле, когда вы приходите к специалисту, он собирает анамнез, то есть историю вашего заболевания. И вы обязательно должны рассказать, когда появились первые сигналы о том, что коленный сустав работает неправильно, когда появилась боль. Вот когда вы говорите о том, что сильно заболело полгода назад, это не означает, что проблема появилась полгода назад. Если у вас до этого 10 лет вы отказались назад от любимого вида спорта, у вас ноги уставали, уже 10 лет назад была проблема. И действительно, вот те мифы, а это не мифы, когда идет нагрузка на сустав в виде осложнения инфекционных заболеваний, в виде вредных условий труда, длительный прием фармпрепаратов, которые оказывают побочное влияние на суставы, это может приводить к изменениям ткани сустава. И очень важно специалисту рассказать, и подумайте, пожалуйста, пациенты, были ли травмы этого сустава, были ли травмы на этой ноге. Может быть, у вас боль в суставе появилась после психоэмоционального стресса, например, гибели близкого человека. Может быть, у вас боль появилась в коленном суставе после выполнения операции на органах брюшной полости. Может быть, та самая операция, которая кажется малоинвазивна, она действительно малоинвазивна, лапароскопия, удаление аппендикса, либо удаление желчного пузыря. Из-за этого могут быть проблемы в суставах нижней конечности. И это не говорит о том, что вам плохо сделали операцию, это говорит о том, что, естественно, организм реагировал на это повреждение. И когда вы поймете о том, что у нас коленный сустав зависит от любого участка в теле, в том числе от удаленного зуба, об этом тоже необходимо подумать, тогда с гарантией вы сами поможете себе решить эту проблему, подсказав врачу, после чего у вас именно заболел коленный сустав. С чего начинается диагностика коленного сустава? Золотой стандарт диагностики коленного сустава – это рентгенография. То есть, когда вы обращаетесь к врачу, вам выполняют рентгеновский снимок в двух проекциях. Иногда выполняется УЗИ. При каких-то жалобах выполняется МРТ коленного сустава. Что, скорее всего, вы найдете на рентгене. И это очень часто вас пугает. Например, стадии артроза, стадии гонартроза. Когда вы видите вторую, третью стадию гонартроза, это вас пугает. На самом деле у нас две классификации, по которым могут описывать ваши стадии. Первая классификация по Косинской, это 3 степени. И вторая классификация по Келгрен, это рентгенологическая классификация, где 4 стадии. Соответственно, там, где вам написали 3 СТ, это либо предпоследняя стадия, либо последняя, в зависимости от того, какая классификация. И на самом деле не стоит пугаться. Зачастую мы лечим не рентгенологическую картину, а восстанавливаем функцию и избавляем вас от боли. Поэтому еще раз, 2 классификации. И если у вас написана классификация по Келгрен, там 4 стадии. Если классификация по Косинской, там 3 степени. Далее, когда вам делают МРТ и находят какие-то повреждения, например, повреждения мениска, о которых я и ранее рассказывал, повреждения связок, и у вас никогда не было травм коленного сустава, это не равно боль, поврежденный мениск. Зачастую автоматически приравнивают вашу боль к поврежденному мениску. И доказательство этому выполнена артроскопия, и удаление поврежденной части мениска не избавляет вас от боли, а боль остается. Это говорит о том, что выполненная операция не устранила причину, источник этих болей. И, как правило, боль находится, возможно, вне сустава, либо в других тканях, не поврежденных коленного сустава. В каких случаях необходима операция? На самом деле, во время травмы могут пострадать связки и мениски, которые потребуют восстановления либо удаления поврежденных тканей. Раз. Когда вы проходите неоднократно консервативные курсы лечения без результата, у вас сохраняется синовид сустава, есть показания к артроскопии коленного сустава. Когда у вас есть повреждение задней крестообразной связки, показана операция. Когда у вас есть повреждение передней крестообразной связки, и зачастую в России у нас пытаются это все восстановить, по исследованию американских ученых, передняя крестообразная связка восстанавливается в том случае, если вы спортсмен. Если вы обычный офисный работник, занимающийся периодически фитнесом, операцию можно не делать, а поработать с мышцами и доукрепить связки коленного сустава. В каком случае оперируют мениски коленного сустава? И там тоже есть 4-стадийная классификация. Вот если есть
третья А степень, этот мениск можно еще не оперировать. А если третья Б степень, это повреждение мениска, и на картиночке вы это сейчас увидите, то эти мениски, конечно, оперируют. В каких-то случаях повреждение мениска сопровождается блокадой сустава, когда сустав не двигается. Это также показания к оперативному лечению. Какие способы лечения коленного сустава? Скорее всего, многие из них вы прошли. Если болит, мы используем нестероидные противовоспалительные или болеутоляющие препараты. Все знают о наличии хондропротекторов, которые вы также можете использовать и которые, как говорят патоморфологи, хрящ не восстанавливается. То есть, если он поврежден, он останется поврежден. Использование хондропротекторов иногда также положительно может влиять на сустав. За большим исключением, о котором я вам скажу позже. Это важный момент. Далее, физиопроцедуры, массаж, физкультура, упражнения по физкультуре я вам позже покажу, вы можете это делать. Плюс хороший эффект дают внутрисуставные введения препаратов противовоспалительных, это гормоны. Бесконечно их вводить нельзя, особенно пожилым людям. Это препараты гиалуроновой кислоты, так называемая смазка. Это препараты плазма. Тромбоцитарная масса. То есть мы это можем вводить, это современные способы. Но это все, еще раз, все. И вы можете удивиться, неэффективно, если у вас продолжает присутствовать нарушение биомеханики сустава. И, конечно, вот подойдем к современным методам. Я как травматолог-ортопед вам скажу, вы никогда не вылечите сустав, а мы не говорим о том, чтобы убрать боль. Заметьте, убрать боль, вылечить сустав. Это не равно. Потому что убрать боль, вы выпили таблетку, боль ушла, но через какое-то время сустав снова заболел, вы выпили 2 таблетки. Проходит меньшее время, вы выпили 3 таблетки. И наступит период, когда эти таблетки вам уже не помогают. Потому что в свое время вы профукали, по-русски сказать, то время, когда это можно было эффективно закрыть. Так вот, есть инструмент мануальное мышечное тестирование. Когда я напрямую могу протестировать мышцу, работает, не работает. То есть она с нормальным рефлексом, либо сниженный рефлекс. Если у нее снижен рефлекс, а именно такой рефлекс присутствует у всех суставах, там, где боль, 100%. Еще раз услышьте, там, где у вас болит, у вас не работают мышцы. Не работают мышцы, сустав стирается. Сустав стирается, вы пытаетесь запрыгнуть в уходящий поезд. Пить хондропротектор, вводить смазку в данном случае мало результативно. Хотя у кого-то будет хороший результат на длительное время. Но потом вы все равно придете к тому, что у вас сустав будет изношен. Так вот, чтобы восстановить биомеханику и остановить, замедлить существенно артроз, вы должны протестировать мышцы раз, найти гипотоничные мышцы, то есть не работающие 2. И далее есть метод PDTR, который находит тот источник проблем, который нагружает мозг, и мозг принимает решение выключить эту мышцу. Потому что во время нагрузки она, например, натянет, представьте, вот согните ногу в тазобедренном, в коленном суставе, и есть некое натяжение, вот здесь, смотрите, вот маечкой. Если, например, у пациента есть рубец на животе, то во время сгибания коленного сустава ткани идет натяжение незаметное. И тогда нервная система воспринимает это как угроза этому рубцу, потому что он дисфункциональный, и выключает мышцы. И включать их неэффективно. Как только мы убираем дисфункцию с этого рубца, мышца включается, сустав перестает болеть. Вы после этого можете ввести смазку в сустав, назначить физиопроцедуру, назначить массаж. И только в такой последовательности это будет эффективно. И я уверен, что, конечно, вот эти слова режут ваше представление. И те, кто травматологи-ортопеды смотрят, говорят о том, что это ерунда. Потому что вы наточены на то, чтобы сделать операцию. Наточены, чтобы ввести фармпрепарат. Но если он такой эффективный, почему пациент возвращается? Почему у пациента продолжает болеть? Почему после операции сохраняются боли? Самый простой вариант, еще раз, протестировать мышцы, найти источник, из-за которого они выключены, включить, убрать эту дисфункцию, и мозг включает мышцы. Как только нормализуется тонус, ваш сустав работает правильно. Ваш пациент сразу скажет о том, что у него появилась легкость в ногах, потому что мышцы включились. И далее, самое лучшее упражнение, кстати, это ходьба. Если вы будете ходить достаточное количество времени в день, ваши суставы будут здоровы, при условии, что они включены. Какие упражнения вы можете делать? Коленный сустав делает вот основные движения, сгибания, разгибания.
Эти движения вы можете делать в холостую. Эти движения вы можете делать с утяжелителями, либо с резинкой. Плюс у нас есть важные мышцы внутренняя поверхность и наружная поверхность бедра. В данном случае вы можете, поставив свои кулачки, сдавить их на 5 секунд, подержать. Я нагружаю внутренние мышцы. Положить мячик, положить 5-литровую бутылку с водой и потихонечку ее сдавливать. Когда я тестирую и нагружаю мышцы по наружной поверхности, которая обеспечивает вот это движение, достаточно ремень застегнули и 5 секунд давите. Либо резинка, фитнес, вот это движение совершайте. Это все, конечно, хорошо, но есть мега классное упражнение, которое мне больше всего нравится и благодаря которому я реабилитировал большое количество пациентов после травм, операций и заболеваний коленного сустава. Сейчас я вам покажу. Проблема всех тех упражнений, которые я показал ранее, то, что мышца включается только с одной стороны, и потом вам нужно делать противоположное движение. В данном упражнении будет включаться антагонист-синергист, то есть мышцы, совершающие движение, сгибание, разгибание равнозначно. Это то упражнение, которое вы можете делать при помощи близкого. Это то упражнение, которое можно делать в воде. Идет сопротивление сразу на движение. Но если вы выполняете дома, сейчас вы объясняете, пациент делает разгибание, сгибание, а я с небольшой силой препятствую этому движению. Толкайте вперед. У нас включилась передняя поверхность бедра, назад, задняя поверхность бедра, вперед, назад, вперед, назад. Ваш пациент не должен испытывать боль во время движения. Если боль присутствует, возможно, в течение 3 дней необходимо делать холостые движения. Если боль присутствует, вы постарайтесь давать меньше сопротивления. Давите. Вот это самое лучшее движение, самое лучшее для полноценного восстановления коленного сустава. Аналогичное движение будет на аддукторы и абдукторы. То есть движение такое. В стороны, вовнутрь, в стороны, вовнутрь, в стороны, вовнутрь. Вам потребуется помощь близкого, либо поход в бассейн и в воде делать эти упражнения. Когда мы говорим о анатомии коленного сустава, у нас есть бедренная кость, у нас есть большеберцовая кость и надколенник. Эти 3 кости образуют коленный сустав. Внутри коленного сустава есть мениски, латеральный мениск и медиальный или наружный и внутренний мениск. А мениски имеют форму полулунной формы, это хрящи, в которых нет сосудов, в которых нет нервной ткани. Они выполняют функцию некой стабилизации коленного сустава, амортизации и увеличения площади суставных поверхностей. Функция коленного сустава – разгибание, сгибание в коленном суставе. Это вот разгибание, сгибание, плюс внутренняя ротация голени, наружная ротация голени. Это требуется, когда мы идем, поворачиваем в какую-то сторону. Плюс в коленном суставе есть мега важные связки, например, передняя крестообразная и задняя крестообразная связка, которые участвуют в стабилизации коленного сустава и участвуют в движении коленного сустава. Есть наружные связки, есть внутренние связки коленного сустава, коллатеральные связки, которые также важно участвуют в стабилизации коленного сустава и движении. Плюс удерживатели надколенника, собственная связка надколенника и сухожилие четырехглавой мышцы бедра. Данные ткани могут быть повреждены при травмах. Если при травме повреждается данная структура и появляется резкая нестабильность коленного сустава, которая не устраняется после включения всех мышц, об этом будет информация в видео, досмотрите видео до конца, тогда это требует оперативного вмешательства и ношения определенных ортезов. Еще мега важная информация, уважаемые пациенты, коллеги, коленный сустав – это не только коленный сустав. Когда я рассматриваю пациента, а у нас на канале есть видео с подробным разбором, посмотрите, пожалуйста, я рассматриваю коленный сустав как некую единую структуру от стопы до половины таза, как минимум. Еще раз, как минимум. Почему? Потому что коленный сустав может болеть из-за того, что есть проблемы стопы голеностопного сустава. Например, ранее был сломан голеностопный сустав, поменялась позиция биомеханика сустава, позиция большеберцовой кости, она входит в состав коленного сустава.
И нарушена биомеханика коленного сустава. То есть как фундамент работает неправильно, все суставы подстраиваются. То же самое, если есть проблема в тазобедренном суставе, либо в области таза, коленный сустав будет страдать. И поэтому рассматривать только отдельный коленный сустав – это пустая затея. А давайте дальше разорвем все существующие шаблоны и подумаем, если есть у пациента боль в коленном суставе, необходимо смотреть что? Как минимум полностью всю нижнюю конечность. Стопа, голеностоп, коленный сустав, тазобедренный сустав. Это же половина таза. И у нас есть на канале ролик, посмотри, пожалуйста, по ссылочке, где подробно я разбираю, почему может болеть коленный сустав. Если у пациента была травма стопы голеностопа, нарушена биомеханика этого сустава, нарушена биомеханика ходьбы, страдает коленный сустав. Если есть аналогичные травмы падения на копчик, падения на половину таза, из-за этого может болеть коленный сустав. Давайте шире возьмем. К сожалению, нас в институте учат отдельно. Рука, нога, голова, шея, органы. И, конечно, у пациентов бытует мнение, где зуб и где нога, где голова и где нога. И нас так учат. У нас есть кафедра анатомии, кафедра фармакологии. На самом деле мы должны рассматривать организм как единое целое. Доказательства. Когда вы идете и встретились с препятствием, вы подсели. Для чего? Почему необходимо было задействовать коленный сустав? Потому что это некий паттерн дергания, оборонительный акт. И в данном случае он реализуется через сгибание в коленных суставах. И все это проходили. Вот таким способом тело задействует, а мозг может управлять любой частью тела, все тело как единое целое. Так вот, колено может болеть, записывайте, от того, что есть любые нарушения в самой нижней конечности. Колено правое может болеть из-за того, что есть нарушения в левой нижней конечности. Именно поэтому возникает боль, когда человек ходит на костылях с травмированной конечностью и перегружает здоровую конечность. Так вот, если у вас есть проблема в правом коленном суставе, вы можете неосознанно перегружать левую, и именно она начинает болеть. И зачастую рентгенологически правый коленный сустав, например, изношен сильнее, а болит именно левый коленный сустав, который на рентгене выглядит лучше. Далее, коленный сустав может болеть из-за того, что есть проблемы на левой, например, верхней конечности или правой по паттерну шага. И у нас опять же на канале есть ролик, где лечение коленного сустава реализовалось через лечение аналогичного сустава на руке, это локоть по паттерну шага. Далее, когда есть влияние внутренних органов, у нас внутренние органы влияют на конечности. И иногда боль в позвоночнике, боль в коленном суставе может быть связана с нарушением воспаления внутренних органов. А как быть с теми пациентами, которые в анамнезе связывают боль в коленном суставе с психоэмоциональным стрессом, который был полгода назад? И это тоже влияет. Дисфункция черепа, травма головы, а я вам показал ранее, может давать боль в коленном суставе. Проблемы позвоночника, а это иннервация, могут давать боль в коленном суставе. Так вот, только такой подход, да, он более сложный. Проще назначить таблетку, но если вы хотите быть здоровым, только такой подход, который объединяет все тело как единое целое, позволит найти истинный источник нарушения биомеханики и проблем в вашем коленном суставе, устранить ее, и коленный сустав будет здоров. Всем хорошего дня, будьте здоровы! В данном видео мы разобрали подробно, что такое коленный сустав, какие функции, какие жалобы, какая диагностика требуется, стандартное лечение, которое, возможно, кому-то уже не помогло, и новые способы диагностики и лечения, которые могут сделать ваш сустав действительно здоровым. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, колокольчик, а если хочешь также лечить своих пациентов, приходи на обучение к нам по ссылочке ниже. Мы проводим и мы сертифицированы обучать в России специалистов методу PDTR. Единственный метод, который позволит не устранять боль, а лечить, реально лечить пациента и делать его здоровым. Я Забродин Михаил. Всем пока, будьте здоровы!